И я хотел бы сегодня продолжить эту тему. А знаете, наша неполноценность, как она преодолевается и что нужно сделать для того, чтобы нам сегодня быть больше, чем наша неполноценность. Давайте начнем с Дерека Принса. Я смотрел Дерека Принса, и мне так интересно было. Думаю, сколько ты лет служишь? 50 на тот момент, 60 лет он на тот момент служил. Он рассказывает о своей жизни. И он говорит, каждый день со своей женой Руфью мы начинаем с того, что мы читаем Писание. Ну, там он говорил про вечерю, что они каждый день вечерю принимают. Но это опустим. И он говорит, каждый день мы читаем Писание, а потом мы провозглашаем слова. И он, знаете, вот он говорит, я наизусть знаю эти слова, но давайте мы возьмем из Писания и начнем это цитировать из Писания. И они стали с Руфью и вместе начали говорить, там, ни одно оружие врага сделано, и они просто цитировали какие-то места Писания. Знаете, вот когда ты не до конца понимаешь, зачем это делается, ты можешь думать, вот люди 50 лет делают изо дня в день одно и то же. Зачем? Почему? Это вроде бы люди, у которых с годами, там, за 50 лет у них должно быть все новое, интересное. Мы, многие христиане такие, мы хотим постоянно чего-то нового. Мы приходим на какие-то новые собрания, чтобы нас по-новому как-то там развлекали, нам что-то новое рассказали, какие-то новые откровения мы хотим услышать. Поэтому сегодня популярны ребята, которые рассказывают какие-то новые таинства христианского учения. Ты слушаешь этих людей и думаешь, это вообще ни грамма, не новые таинства, это старые ереси, давно забытые. Дерек Принс. Вот смотрю я на этого человека и думаю, зачем он изо дня в день говорит одно и то же со своей женой? А затем, что все то, что ты говоришь сегодня, завтра оно становится реальностью твоей жизни. Все то, чем я сегодня живу, и что я получаю сегодня от Бога, это было сказано когда-то или исповедано когда-то моими устами. Итак, первое, о чем я хочу сегодня тебе сказать. Каждый из нас, Бог призвал нас двигаться верой, но ты не сможешь жить по вере, если ты не исповедуешь, не говоришь слова веры ежедневно, на ежедневном основании. И причем, знаете, что такое слова веры? Это когда независимо от того, что я чувствую, независимо от того, что видят мои физические глаза, я беру то, что говорит Писание, я беру то, что было сказано как обетование для меня, и я это вкладываю в свои уста и провозглашаю в духовный мир. Послание Римлянам, 10 глава. Если ты исповедуешь своим языком, что Иисус есть Господь, и если ты веришь сердцем, что Бог воскресил Его из мертвых, то будешь спасен. Потому что вера сердца дает человеку праведность, а исповедание уст приносит спасение. Здесь неотъемлемая связь между верующим сердцем и говорящими устами. Это то, что сегодня называется принципом веры. Я смотрю в Писание, я заставляю свое сердце верить в то, что сказано в Писании. И когда я это говорю своими устами, я заставляю этому реализовываться в мире физическом. Друзья дорогие, о тебе и обо мне что-то сказано в Писании. О нас, о каждом из нас Бог произнес какие-то обещания. Ты не случайность, ты не какой-то обычный человек, который случайно зашел под свод этого здания. Ты Божий человек, который был однажды принят Христом в Его Царство. И у тебя есть обетование для людей Царства. Это твое обетование, это обещанное для тебя. Но это обещанное, оно не произойдет просто по умолчанию. Это обещанное, оно будет происходить по мере твоего движения в вере. А вера твоя зависит от того, что говорят твои уста. Это все взаимосвязано. И наоборот, как мне говорит моя жена. И наоборот. Марка 11 глава, с 22 стиха. Иисус здесь как раз показывает принцип говорящей веры. Он говорит, имейте веру в Бога. Если бы мы здесь остановились, и Иисус бы пошел дальше, и там встретился уже с какими-то другими людьми, и потом бы рассказывал что-то другое, мы бы не поняли, что значит «имейте веру в Бога». Но Он продолжает, Он говорит, говорю вам истину, если кто-то скажет этой горе, другими словами, вера, она говорит.
И она говорит такие слова: поднимись и бросься в море. И при этом не будет сомневаться в душе, а будет верить, что произойдет то, что он сказал, то так ему и будет. Вера, она говорит, друзья. Вера, она приказывает. Вера, она не смотрит на вещи, которые видно глазами физическими. А помните, в контексте в каком вот это все было сказано? До этого. Это была весна, еще не было время собирания смокв. Иисус сильно проголодался, увидел смоковницу, посмотрел, там только листья. И Библия говорит, он проклял это дерево. Кажется, зачем он это сделал? Зачем? Ну пусть бы стояло, до осени дожить, там смоквы появятся. Какие проблемы? Но он это сделал для того, чтобы на следующий день идти. И один из его учеников сказал: Рави, смотри, дерево, которое ты вчера проклял, засохло до корня в один день. Дерево так не может засохнуть быстро. Там очень много жизни течет по этим стволам и ветвям. И знаете, Иисус на основании этого примера говорит: просто имейте веру в Бога. Все, что вы скажете своими устами, завтра случится. Поэтому, знаете, вот когда, например, я что-то чувствую в своем теле неправильное, я никогда не говорю: мое сердце остановилось. Я дурак, что ли, такие слова говорить? Я не говорю никогда это. Я не пою вместе с этими странными ребятами эти песни. Я не наговариваю на себя, на свою жизнь. Даже если я не ощущаю, даже если вся моя суть или все мое естество говорит, что это вот то, что должно случиться, я никогда не скажу против Слова Божьего. Потому что я не хочу завтра быть страдальцем, который от плода своих уст вкушает зло собственных уст. Друзья, что бы ни происходило, что бы тебя ни окружало, как бы ты не видел, как там Бог реагирует на твои молитвы, просто помни об одной вещи. Пусть твои уста созидают, пусть твои уста строят, пусть твои уста говорят слова, которые сказаны в Писании о тебе, о твоей ситуации, о твоих обстоятельствах. Пусть твои уста сегодня делают так, чтобы завтра ты вошел в благословенные дни своей жизни. Не проклинай свое завтра, не проклинай себя как человека благословенного, не проклинай свое здоровье, не проклинай своих детей. Даже если сегодня тебе кажется, что сколько бы ты ни молился, эти люди не реагируют на твои молитвы. Даже если тебе кажется, сколько бы ты ни говорил доброго в жизни твоих детей, эти люди делают все наоборот. Просто провозглашай, продолжай говорить то, что сказано в Писании об этих людях. Если буду веровать я, спасусь я, весь мой дом. Неважно что, неважно как, я последую за Христом, и я и весь мой дом, мы будем служить Царю Небесному. Говори слова веры. Говори это на твое финансовое состояние. Говори это на свое тело. Говори это на твоих детей. Говори это на будущее. Говори это в твою жизнь. То, что сказано о тебе, то, как Бог на тебя смотрит, и то, как Бог тебя видит. Сегодня у нас есть два типа генетики. Первая генетика – это то, что мы получили от наших родителей. И эта генетика, она была заложена при рождении внутрь каждого из нас. И чаще всего это не самая лучшая генетика. Плюс мы еще выросли в наших семьях с их взглядами. Это как наследство уже, можно так сказать, которое мы получили. В нас вложили определенные взгляды, устои, верования, какие-то культурные ценности. Не всегда это вещи хорошие. И вот когда мы приходим ко Христу, мы имеем нового Отца. Когда я получил спасение, Библия говорит, я получил усыновление, и теперь у меня новый отец. Соответственно, от своего Господа или от своего Отца при рождении свыше я получаю его генетику. И знаете, как эта генетика, она формируется? Когда я начинаю просто понимать, что он сказал про меня, какие у него планы обо мне, что он говорит или как он смотрит сегодня на меня. Когда я с этим соглашаюсь, когда я это говорю, когда я заставляю свои мозги именно в этом направлении думать, вот эта новая генетика начинает побеждать мою старую генетику. И знаете, самый большой прикол в чем? Когда христиане отступают от Христа, знаете, куда они возвращаются? В свою старую генетику, в свое старое наследие.
Они возвращаются в какие-то вещи, которыми жили их родители. В нищету, в пьянство, просто в какое-то безумие, в котором эти люди находятся на сегодняшний день. Я встретил своего друга, и знаете, прикол-то был в чем? Я не определился, мы разошлись, как в море корабли, он меня не узнал, я его узнал. Но мне так было интересно, что когда я смотрел на него со стороны, я вспоминаю этого человека с позиции 32-летней давности. 32 года назад это был мой друг. Это был человек, мы были неверующие, мы знали друг друга, и у него был отец. Его отец на тот момент был просто, согнутый грехом человек, который был предан водке. Алкоголик, можно так сказать. Каждый день он бухал. Каждый день. Вся его жизнь, она была нацелена на то или направлена на то, чтобы просто что-то залить себе в рот. И таким образом смысл всей его жизни. Я помню, когда мы были молодые, его сыновья, так как их семья развелась, и они росли с мамой, сыновья этого человека, который бухал, они не очень сильно уважали его. И они не хотели повторить его жизнь, они не хотели повторить его судьбу. И знаете, что самое интересное? Я вспоминаю время, когда они очень много говорили зла на этого человека, когда они надсмехались над его образом жизни, когда они просто надмевались над ним и говорили: фу, мы не хотим просто даже видеть его, мы не хотим ничего общего с ним иметь, потому что он им казался отвратительным алкашом. И знаете, прикол в чем? Прошло 32 года. Я встретил этого человека совершенно случайно. Он нес в своей руке этот пластиковый стаканчик с водкой. И видно было по походке, что он уже накатил. Это был день. Просто обычные люди даже в этом мире. Они в это время не пьют, они заняты работой, они заняты какими-то делами, которыми их сердца как-то заполнены. Этот человек, видимо, уже с утра накатил, и он с утра шел, и он с утра просто уже был в каком-то неадекватном состоянии. Я посмотрел на него со стороны и думаю: надо же, как он похож на своего отца. Генетика – это такая вещь, которую человек сам по себе преодолеть не может. Но слава Царю Небесному, что у тебя и у меня новая генетика от Бога Всемогущего. И тебе не надо повторять судьбу твоих родителей, и тебе не надо жить судьбой своих родителей, и тебе не надо сегодня быть человеком, который боится, что однажды в твоей жизни выстрелит злая генетика твоих родителей. Если ты посвятил себя Христу, и ты послушан Ему сегодня, ты будешь видеть, как Его божественная генетика будет рулить твоей жизнью. И ты войдешь в свою судьбу. И ты войдешь в то Божье новое предназначение, которое было у Христа изначально в Его сердце о тебе. Когда мы говорим об исповедании веры, и когда мы говорим о вещах, которые связаны со словами, мы видим, что Иисус постоянно исповедовал то, кем Он являлся, и какова Его миссия. Иоанна 16:28 написано так: «Я пришел в мир от Отца, и сейчас я покидаю этот мир и ухожу к Отцу». Он знал, кто Он такой. Он знал свою миссию. Он говорил об этом. Он провозглашал это на постоянной основе. Иоанна 14:9. «Кто видел меня, тот видел и Отца». Он заявлял о том, кем он является, кто он такой. Он это очень четко понимал и очень четко знал. Знаете, когда мы думаем о нашем Господе, наш Господь постоянно говорил о себе, кем Он является. Я тебе могу сказать, когда ты читаешь Слово Божие, очень много мест Писания, там сказано о том, кто ты такой сегодня в новой твоей жизни, в новой генетике от Бога. И эти вещи тебе так же, как Иисус когда-то говорил, тебе также необходимо говорить о себе. Кто ты такой во Христе Иисусе? Узнай это. Узнай, кто ты такой во Христе Иисусе. Еще одно место Писания, Иоанна 12 глава, 45 стиха. «Когда Он смотрит на меня, Он видит того, кто послал меня. Я свет, и я пришел в мир, чтобы никто из тех, кто верит в меня, не остался во тьме». Здесь Иисус снова заявляет о том, кем Он является. Он снова говорит о том, кем Он является. Друзья, я хочу вам сказать, третий пункт сегодняшней проповеди. Тебе нужно постоянно исповедовать то, кем ты являешься. Но не по человеческой генетике.
не от папы и мамы. Я красивый, кореглазый, 180-сантиметровый мужчина. Тебе не это надо говорить. Тебе надо найти все, что о тебе говорит Слово Божие. Я специально это вывел на слайд. Узнай все, что говорит о тебе Слово Божие, и сделай это своим исповеданием. В нем Кеннета Хейгена. Я вам рекомендую периодически эту книгу поднимать, смотреть, и там есть огромное количество исповеданий в этой книге о том, кто мы такие во Христе Иисусе. И просто говори это ежедневно, даже если ты это не чувствуешь. Даже если ты смотришь на себя, а тебе кажется, что ты вообще другой человек. И тебе кажется, что ты не отображаешь, и ты не похож на то, что сказано про тебя. 140 выражений в Новом Завете о том, кто мы такие во Христе, о том, кто мы такие в Нем, через которого, в котором. Вот здесь вот у нас на слайде написано: найди каждый из этих стихов, выпиши его, размышляй над ним, исповедуй его или проговаривай его своими устами. Я в прошлый раз говорил вам, друзья, что, например, до сих пор, и я продолжаю это делать, я, например, просыпаюсь, я просто провозглашаю о том, кем я являюсь в Господе, о том, что мне принадлежит в Царстве Божьем. Но это происходит на протяжении последних, я не знаю, наверное, 20-25 лет. Было время, когда я плохо знал Писание, я просто обвесил весь свой дом всеми этими провозглашениями на формате А4. Мы просто распечатали это на каком-то принтере. Какие-то места Писания были от руки красиво нарисованы. И мы развесили по всему дому. Заходишь, например, утром проснулся, заходишь зубы почистить. В место, да, где ты зубы чистишь. В зеркало смотришь, а там у тебя в углу висит исповедание о том, кто ты такой во Христе Иисусе. Например, 15 глава, 16 стих Евангелия от Иоанна. Это одно из мест Писания, которое я постоянно, когда я получил откровение о том, что не я сам себя избрал, но Христос меня избрал. Я повесил это исповедание и каждый раз говорил, что не я сам себя избрал. Христос выбрал меня и назначил, чтобы я шел и приносил плод. И чтобы мой плод выдержал испытание временем. И тогда Отец даст мне все, о чем бы я ни попросил Отца во имя Иисуса Христа. Я просто каждый день это провозглашал, говорил, куда бы я ни попадал, где бы я ни находился, что бы ни происходило. Я говорил эти слова, и однажды, чем больше ты это говоришь, тем больше ты начнешь однажды в это верить. А когда ты во что-то веришь, ты начнешь действовать сообразно тому, что сказано о тебе. Поэтому, если ты хочешь, чтобы что-то стало частью твоей жизни, найди это в Писании, начни это говорить, заставь свои мозги думать об этом, и однажды ты будешь действовать сообразно тому, что было сказано о тебе. 1 Иоанна 3 глава, про каждого из нас сказано. Посмотрите, друзья, налево и направо. Налево и направо. Назад, вперед, посмотрите, какую великую любовь дал нам Отец, чтобы мы все здесь сидящие были названы кем? Ой, неудачник я, чмо я последнее, глупое там создание. Да, может быть, чисто по плоти апостол Павел не отрицает, говорит, мы все чмошники. Вы все ничего не значили, вы никем не были. Вы, посмотрите, он говорит, друг на друга по плоти, кем вы были? Что вы из себя представляли? И он говорит, да, я соглашусь с вами, что вы были никто, но ныне во Христе Иисусе мы новое творение. И он говорит, теперь мы названы детьми Бога. Я дитя Божие, я этого не заслужил, да, я и не отрицаю, но я сделан им, таким человеком. Я это не заслужил. Колоссянам 3 глава, 12 стих. Здесь написано дальше про тебя и про меня, что мы избранные, святые и любимые Богом. Первая часть. Все, дальше можно не читать. Вот даже понимая вот эти три вещи о том, кто я такой во Христе Иисусе, я буду самым счастливым человеком. Утром проснулся, все идет не так, все идет не туда. Да все будет хорошо, все будет хорошо. Все мои молитвы услышаны Богом, потому что я избранный, святой и любимый. Бог однажды все равно совершит то, что Он приготовил для меня, потому что я избранный, святой и любимый. Я уверен, утром ты просыпаешься, ты же это не чувствуешь.
Тебе же родители это не навязали с раннего детства, что ты не случайность, ты не ошибка. У тебя все будет срастаться и получаться, потому что Бог за тебя. Ты никогда этого, может быть, не слышал. Но сегодня я говорю тебе это из Писания. Здесь сказано, что я и ты, мы избранные, святые и любимые Богом. Иногда ты сидишь в церкви и думаешь, ну, конечно, это вот там Алина, она там так красиво выступает, она вышла, там что-то сказала, вечерю провела. Там это Айба, конечно, он так поет красиво, как божественный соловей. А я кто? И вот видит Бог, я вчера еще всякие пакости делал, я вчера еще неправильные слова говорил, я вчера еще неправильные мысли думал. Все, это осталось вчера. Сегодня ты продолжаешь быть избранным, святым и любимым Богом. Следующее место Писания, 2 глава 1 послания Петра с 9 стиха. Вообще это, вот эти два места Писания, Колоссянам 3 глава и 2 глава 1 Петра, это любимые мои места Писания. Видит Бог, сколько раз я это говорил. Видит Бог, сколько раз я просто это орал в небеса, когда все мое естество, оно говорило, ты никто, ты ничтожество, ты... Фу-фу-фу. Я просто орал, и я говорил, ничего не знаю. Я род избранный, я царственное священство, я святой человек, я человек, принадлежащий Богу. Я призван возвещать о Его великих делах. Он призвал меня из тьмы в свой чудесный свет. Я, который раньше не был даже человеком, теперь я стал частью Божьего народа. Халилуя! Вот просто, друзья, утро начинается с молитвы, поднимаешь руки и говоришь, Господь, раньше я был никто без Тебя, но ныне во Христе Иисусе я человек Божий. Раньше я был вообще ничтожество, мне казалось, что я что-то могу, но сегодня я знаю, что во Христе Иисусе я Твой представитель, и Ты начал свою работу, и Ты сделаешь эту работу через меня, как через священника, как через царственную особь на этой земле. Я особенный человек, потому что я избран Тобой для особенных планов. Римлянам 8 глава, 16 стиха. Дух Божий свидетельствует вместе с нашим духом о том, что мы дети Божии. Если мы Его дети, то и наследники. В смысле? Наследники Божии и сонаследники Христу. Ведь если мы страдаем вместе с Ним, то вместе с Ним будем прославлены. За что мы страдаем? За то, что мы христиане. За то, что мы называемся именем Христа. Над нами сегодня смеется весь образованный мир. Весь мир, знаете, прогрессивный. Весь мир, который сегодня имеет модные какие-то религиозные тенденции, течения. Мы не попадаем в эти модные вещи. И над нами смеются, и мы страдаем за то, что мы христиане. Но я вам могу сказать, что вместе с Ним мы будем прославлены. Так как Он был прославлен однажды, и также ты и я, мы будем прославлены. Мало того, что мы дети Божии, мы Его наследники. Мало того, что мы наследники Божии. Это, знаете, это такая честь быть или иметь в сонаследстве своем старшего брата Иисуса Христа. Все, что принадлежит Ему, оно наше сегодня. Мы сегодня наследники Божии, поэтому я тебе могу сказать, это не план Божий, чтобы ты жил в грехе, это не план Божий, чтобы ты жил в болезни, это не план Божий, чтобы ты жил в нищете. Это не план Божий, потому что наследник или сонаследник того, кто это все преодолел, победил, он заплатил за это цену, наследник в этом не живет. Мы все знаем, мы все видим, мы все понимаем. Что нам нужно делать? Исповедуй это своими устами на ежедневной основе. Исповедуй. Дорогой человек Божий, ты услышал, ты нашел все эти места Писания в Библии в своей, ты это выписал или куда-то там себе зафиксировал. Потом утром каждого дня, начиная с того, как ты принимаешь, например, завтрак, как ты пьешь свой кофе ежедневный, как ты чистишь зубы, и ты занимаешься гигиеной ежедневно, точно так же на постоянной основе начни исповедовать, кто ты такой во Христе Иисусе. Провозглашай это. Иоанна 15 глава, 5 стих. «Я лоза, а вы ветви, говорит Иисус. Кто находится во мне, а я в нем, приносит много плода. Без меня вы не можете ничего делать. Если вы будете во мне, если мои слова будут в вас, то все, о чем бы вы ни попросили, получите». Просто, когда ты молишься, когда ты обращаешься к небесам. Я знаю, часто бывает с нами так, что нам кажется, что небеса нас не слышат, что Бог не реагирует на наши молитвы. Провозглашай это место Писания. Все, о чем я прошу,
я получаю. 2 Коринфянам 5:17. Говори это о себе. Если кто-то сегодня во Христе, тот уже новое творение. Да, я раньше был грешник. Да, я раньше был никчемный человечишка. Да, я раньше был вот эта вот глупая особь. А сегодня я особа царственная особа. Я новый человек, Бог меня создал новым. И Бог меня не просто пересобрал, знаете, вот как лего, там, когда ты какую-то фигурку раскидал, а потом ты заново пересобрал и говоришь: о, у меня новая фигурка есть. Раньше у тебя там с 2 руками, с 2 ногами была фигурка, а теперь там непонятно какая, там лишние запчасти остались. Ты такое пересобранное существо. Нет! Ты новый человек, совершенно новый, созданный Богом по Его образу, для того, чтобы через тебя Бог прославлялся. Ты совершенно новое творение. Знаете, слово «новое творение» – это шедевр, написанный Богом или созданный Богом. Ты Божие творение, ты Божий шедевр, который создан самим Богом для новых вещей, для новых свершений, для новой жизни и для новой судьбы. Не для старой генетики, не для того, чтобы повторить жизнь твоих родителей. Ефесянам 2:10. Мы теперь новое творение Божие, созданы в Иисусе Христе для совершения добрых дел, которые Бог предназначил нам совершать. Павел, ты что в каждом послании одно и то же повторяешь? Тебе не о чем проповедовать, что ли? Ты посмотри, вон многие проповедники на YouTube, у нас 100 разных проповедей, 100 разных тем они берут, а ты об одном и том же проповедуешь. Павел, что с тобой не так? Но Павел что-то понимал. Он понимал, если церковь Ефесия, если церковь в Коринфе, если церковь в Колоссах, они поймут, что они уже не живут старой генетикой, что это новые люди, созданные для новой судьбы, для новых свершений, что за ними стоит сила Божья. Если они это поймут, нет невозможного ничего для таких людей. Они будут являться светом для мира, они станут спасением и надеждой для своих городов. Они станут местом, где люди, приходящие в эти места, начнут меняться, и что-то начнет происходить невероятным образом. 2 послание Коринфянам 5:21. «Не знавшего греха Бог сделал для нас жертвой за грех, чтобы в нем мы сделались праведными перед Богом». В нем я сделался праведным перед Богом. Да, я, может быть, что-то сказал сегодня утром неправильное своей жене. После того, как я сказал: прости меня, дорогая, я снова оделся в светлую рубашку праведности. Праведный перед Богом – это человек, который имеет сегодня достоинство от самого Бога, стоять перед Ним, не опуская глаз в пол. Стоять и смотреть в Его глаза, стоять и смотреть на Него. Потому что я праведен не своими делами. Своими делами бы я никогда не оправдался, я никогда бы не смог оторвать взгляд свой от земли. Я бы не имел никакого морального права, потому что я никогда бы не смог сделаться достойным Его самого, но я получил от Него Его праведность. И я праведен в Нем. Ой, как трудно, друзья, мне, например, лично было принять, что я праведный человек. Как часто я мучился от этого чувства вины, от этого вот, знаете, какого-то давления за ту греховность, которую я переживал о себе самом. Особенно, чем больше ты познаешь Его святость, чем больше ты приближаешься к Нему, тем больше ты понимаешь свою испорченность. И мне иногда так стыдно и неприятно было вообще находиться в собрании святых. Неприятно было находиться, вспоминая о своем прошлом, в том месте, где люди поклонялись Господу, до тех пор, пока однажды я просто не стал понимать, что моя праведность – это не моя праведность, это то, что я получил от Него, и то, что я имею в Нем. Это то, что я никогда бы не заслужил, не добился, не заплатил бы за это. Вообще я не смог бы ничего сделать для того, чтобы оказаться праведным. Я получил это в Нем. Я во Христе сегодня, я праведен во Христе. Римлянам 8:1. Про тебя и про меня написано: нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Если ты живешь сегодня под осуждением, если сегодня у тебя постоянные мысли, что ты недостойный, что ты какой-то сморчок, какая-то саранча, ты ничего никогда не увидишь, не достигнешь, знай одно: это осуждение, которое приходит от дьявола. Потому что сам Господь говорит о тебе, что ныне во Христе Иисусе тебе нет никакого осуждения. Бог не осуждает тебя. Во Христе Иисусе ты оправдан, ты сделан святым человеком Божьим. Спасшего нас, Бога, и призвавшего званием святым не по делам нашим, но по своему изволению благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. Здесь написано, что по Его благодати
сегодня мы спасены по Его благодати, не по нашим делам. Мы сегодня имеем дерзновение приходить к Нему. По Его благодати мы сегодня являемся Его народом. И это то, что пришло от Него самого. Колоссянам 1:13. Он тот, кто избавил нас от власти тьмы. И Он ввел нас в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Сегодня я прощен во Христе Иисусе. Сегодня я искуплен, я больше не раб греха. Я больше не раб нищеты, я больше не раб моего старого наследия в том числе. Я больше не раб того, чтобы жить так, как мне когда-то навязывала моя старая генетика. Вот эти все вещи, это то, что ежедневно, на ежедневной основе тебе стоит говорить, тебе стоит это провозглашать. Ты чувствуешь себя немощным, ты чувствуешь, что там у тебя печень разлагается, или у тебя твоя кровеносная система распадается на куски. Вот тебе 1 Петра 2:24. Вот тебе то, что тебе надо говорить каждый день. Однажды я пришел, когда я только появился в церкви, я пришел к одному человеку Божьему, говорю: помолись за меня, пожалуйста. Я думал, сейчас он положит на меня руки, и я исцелюсь. У меня был хронический бронхит и хронический простатит. Я искал целебную пилюлю, чтобы какой-нибудь человек просто положил на меня руки, и у меня решились все мои проблемы. Я был такой же, как и все, хитрющий, ищущий пилюлю от других людей. И этот человек мне сказал: вот тебе мой ответ. Каждый день говори, что было совершено для тебя на Голгофском кресте. Он открыл это место Писания, 1 Петра 2:24. И он прочитал это вместе со мной. Здесь написано про Иисуса, что Иисус грехи мои сам вознес телом своим на дерево. Он забрал мои грехи. Он умирал ради этих грехов. Но также вместе с грехами Он забрал мои болезни и немощи, чтобы через Его смерть и воскресение я был исцелен. И мне этот человек сказал: ничего не делай по утрам, когда ты вспоминаешь про свою болезнь. Не пей лекарства. Это было радикальное время тогда. Этот человек мне сказал: ничего не делай, кроме того, что исповедуй каждый день, что ранами Его ты исцелен. Что Он забрал на Голгофский крест все твои немощи и болезни. Еще одно местописание, которое Он мне показал. Матфея 8:17. Это то, что цитировал Иисус из пророка Исаии. Он взял на себя наши немощи и понес болезни. Это то, что было сделано на Голгофском кресте. И вот этот человек мне сказал: Денис, все, что тебе надо, не пей никакие лекарства, никакие пилюли. Каждый день говори это на свое тело. И знаете, в один день я говорил день, говорил 2, говорил неделю, говорил 2 недели. Я даже не помню, сколько времени я это говорил, и тут вдруг я понял, а болезней-то у меня больше нет. И тут вдруг я понял, что, оказывается, это в моей жизни перестало работать. Этого больше в реальности не существует. И вот многие вещи, которые ты берешь из мира духовного в свои уста, они начинают эти вещи формировать мир физический в твоей жизни. Они начинают формировать реальность в твоей жизни. Когда ты исповедуешь своими устами не то, что ты чувствуешь, когда ты исповедуешь своими устами не то, что ты переживаешь, а то, что сказано о тебе в Писании, то, что было сделано на Голгофском кресте. Те, кто болеют, я искренне готов за каждого из вас помолиться. Но поверьте мне, в большинстве случаев, чаще всего так происходит, что эта болезнь, которую тебе необходимо победить Словом Божьим. Потому что я видел людей, которые получали исцеление невероятным образом, вот так, за секунду. Они выходили, к примеру, на каких-то собраниях исцеления, на них возлагали руки, они падали под силой Божией, потом вставали, у них там было все невероятным образом исцелено. Но знаете, что происходило? Через какое-то время дьявол просто приходил снова чувствами. И они снова чувствовали, что этот хронический бронхит... Он снова вернулся осенью или весной, когда сырая погода, и человек говорил: ну вот, опять я снова, оказывается, эта болезнь вернулась, оказывается, я не до конца исцелился. У человека как будто бы не было основания, чтобы удержать свое исцеление. Но когда ты ежедневно говоришь то, что сказал о тебе Господь, о твоем исцелении, никто никогда тебя не сможет обокрасть, потому что это станет частью тебя самого. Все, что я говорю изо дня в день, из года в год, из десятилетия в десятилетие, даже если все остальные люди соберутся огромным скопом и скажут: не, это не работает. Что бы эти люди тебе ни говорили, это часть тебя уже. Тебе уже все равно, что эти люди думают, что эти люди говорят. Ты знаешь, что это то, что является настоящей реальностью. 1 Иоанна 4:4.
Дети, вы от Бога, и вы победили этих лжепророков, потому что тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Иоанн говорит о какой-то победе. Римлянам 8:37 апостол Павел эту победу более расширенно говорит здесь о победе. И он говорит, мы одерживаем величайшую победу над всем этим благодаря тому, кто полюбил нас. Он говорит о нас, о том, что мы победители, друзья. Про тебя и про меня. Вот эти два апостола говорят, что мы одерживаем победу в духовном мире, мы одерживаем победу в мире физическом, и каждый из нас, мы имеем сегодня новое ДНК от Бога. Мы имеем новую генетику от Бога, генетику победителей, людей, которые способны преодолевать и побеждать. Здесь написано о превосходной победе. Когда мы возьмем, посмотрим, одерживаем величайшую победу. Что это такое? Это превосходная или полная, абсолютная победа, без каких-либо «но» и исключений. Ты, человек, в любой ситуации со Христом, призванный одерживать победу. Скажи сейчас вместе со мной, я победитель во Христе Иисусе. Ох, как сложно это принимать! Как сложно это принимать! Нам легче принять, что рядом с нами сидят победители, какие-то победители на YouTube что-то вещают. Но как трудно про себя, про самих даже подумать в эту сторону. Я? Победитель? Нет. Только не я. Да, ты. Здесь написано про тебя, что мы, ты и я, мы одерживаем победу во Христе Иисусе. Когда мы во Христе, мы получили эту новую генетику. Генетику людей, которые через любую трудность пройдут и одержат победу. Через любую ситуацию пройдут и выйдут как золото. Аллилуйя, мы же поем эти слова, но мы почему-то не верим в это. Я пройду через все, через моря, океаны, трудности, проблемы, я выйду как золото. Я выйду, все остальное поблекнет, все остальное упадет, все остальное в прах превратится, а я выйду как золото. Поэтому у кого есть проблема сегодня? Аллилуйя, просто скажи, Господь, это проблема, это всего лишь горнило, через которое я пройду и выйду как золото. Ой, как неприятно это говорить, когда ты по центру этой проблемы находишься. Ой, как охота плюнуть в такого проповедника и сказать, Денис, ты не понимаешь мою ситуацию. Понимаю, брат. Как я тебя хорошо понимаю. Как я тебя хорошо понимаю. Как мне не нравились проповедники, которые говорили, давай, вставай, преодолевай, побеждай, когда у тебя все плохо, и тебе кажется, что все. И это вообще лучший выход из всей ситуации. Просто сдохнуть молча, тихо. Да, на небеса хотя бы пойду. Потому что кажется, что все, что тебя окружило, кажется, что все вот эти ситуации, обстоятельства, все, что сложилось вокруг против тебя, это непреодолимые вещи. Преодолимые, потому что со Христом в молитве, в посте мы одерживаем величайшую победу над всем этим, над всем, что тебя окружает. Скажи, над всем, что тебя окружает, ты одержишь победу. Над всем, что тебя окружает, все, что в твоей голове тебя окружает, все, что в твоем теле тебя окружает, все, что в обстоятельствах тебя окружает. Еще одно место Писания, вообще шикарное, 4:19 Филиппийцам. Там сказано так, что мой Бог восполнит все мои нужды из своих славных богатств через Иисуса Христа. Самое классное время, когда мне приходилось говорить эти места Писания, это было время, когда я находился посреди финансовой дыры. Не нужды, дыры. Когда у тебя просто вообще выхода нет. Сегодня, к сожалению, дьявол обхитрил всех, и благодаря кредитным картам он всегда подсовывает выход. Он говорит, дыры нет, есть кредитная карта, бери, пользуйся, когда-нибудь потом отдашь. И он еще большую дыру этих людей, бедных, засовывает. Но на самом деле, когда у тебя сегодня есть какая-то нужда, проблема финансовая, например, тебе надо жениться скоро, тебе надо $20 тысяч где-то взять из воздуха, там, я не знаю, каким-то образом. Вот место Писания. Вот лозунг твоих постов. Вот слова, которые тебе надо говорить каждый день. Вместо того, чтобы, ну ладно, чисти зубы, но после того, как зубы почистил, говори. После того, как позавтракал, говори. После того, как посмотрел что-то, говори. Просто говори. Если у тебя большая нужда, говори об этом больше. Друзья, я вдохновляю вас. Давайте мы будем сегодня такими людьми, которые посмотрели в зеркало Слова Божьего и сказали, да, так написано.
Все. И мы отошли, мы не забыли, что мы там в зеркале видели, а мы начали это делать. Друзья, я очень сильно хочу, чтобы наша церковь была церковь практикующих христиан. Не христиан с величайшей башкой. Ой, я знаю. Вот это я знаю. Вот это и это я знаю. Знайки, они все знают, и уже в них ничего не вмещается. Друзья, мы не такая церковь, я не хочу, чтобы мы в такую церковь превращались. Я вообще не хочу видеть Бог, я молюсь постоянно об этом, чтобы жажда и голод по Богу, чтобы жажда и голод по свершению невероятных чудес, чтобы жажда и голод по невероятным сверхъестественным вещам, это только умножалось бы в нашем сердце. Я об этом молюсь каждый день. Каждый день я взываю к небесам и говорю: Бог, дай нам быть голодными, не быть зазнайками, которые все могут, все знают, все видели, все слышали, обо всем могут рассуждать. Нет! Хотим быть людьми, которые ничего не знают, ничего не видели, которые каждый день голодные по Богу. Я все могу благодаря тому, кто дает мне силы. Ой, апостол Павел, ты не понимаешь, 21 век. Это время, когда, знаете, это время людей, которые, на них немножко ветерок дунул. Ой, я уже ничего не могу, я умираю. Все. Я вот здесь, лягу вот здесь, я просто умираю. Жена, я умираю. Время каких-то слабаков как будто бы настало. Время людей, которые маленький ветерок подул на них, все. Она видит, все, меня перекосило, я ничего не могу. Писание очень четко говорит, мы все можем, благодаря тому, кто дает нам силы. Друзья, я так хотел бы, чтобы мы ободрились, я так хотел бы, чтобы мы сегодня настроились на то, чтобы преодолевать какие-то новые вещи. Восстань. Скажи, я все могу. Во Христе я буду побеждать, я буду продвигаться, я буду поститься, я буду молиться. Послание Галатам, 6 глава, апостол Павел говорит: братья, не опускайте своих рук, не расстраивайтесь, когда у вас все идет не так. Знайте одно, что всякий, кто сеет в дух, он все равно будет пожинать духовное. Потому что никто не может Бога обмануть. Все, что я посею, мне главное не сдаться на полпути. Он говорит: все, что я посею, я это все равно буду пожинать. Давайте ободримся. Вот это место Писания, на котором мы закончим. Я все могу благодаря моему Господу, потому что Он дает мне силы. Потому что в любой ситуации у Него есть выход. Потому что в любой ситуации. И Он знает мои ситуации. Он знает, какие двери мне открыть, каких людей мне привести и что необходимо сделать для того, чтобы эта ситуация была разрешена.